Хочу показать, как я подготавливаю вторую доску, потому что прибить бортовую вот сюда. Вот я где-то под этим углом, на глазок, конечно, тут уже не вымеришь, других распределений нету. Прохожу вот так вот. Да нет, пока схожу. Но здесь немножко остается, я шлифовалочкой тут шлифовываю. И вот так иду по всей длине. Жик, 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 жик. И потом тут потихоньку где-то здесь, оп, ухожу на нет. В конце вот тут вот. Вот она уже, я немного прошел. Еще немножко там проходиков, здесь парочку проходиков. Сейчас покажу. Надеюсь, будет видно. Уже можно уменьшать. Ну, вот тут вот видно. Уже все, здесь пошлифовать. Если с торца посмотреть, уже видно угол задан. Вот она тихонечко здесь загибается сюда. Бортовая здесь остается. Потом уже этот вставишь. Все по очередности. Надеюсь, понятно. Ничего тут такого нет. Сюда уже, да, в торец сложно попадать гвоздями, но что делать? Процесс идет. Здесь пока я не спешу. Пока на первой лодке работа есть. Дождя нету. Пока еще досочка привыкает, вторая. Потихонечку поджимаю. Торопиться не надо. Пробить тут буквально денек потратить. Главное, что она подходит. Все хорошо. Это очень важно. Вот я бортовую приготовил досочку. Выложил. А сейчас немножко подсохнет, эту пыль стряхну. Тоже я ее заранее торцую. Допустим, если 8 метров лодка, то где-то борта 7-20 я отрезаю. И потом уже отстреливаю, чтобы лучше отстрелялось. Где-то в древеску попало. Ничего страшного. Будет пятнистая. А эти еще на передней вставыши останутся. Чтобы те широкие не тратить, что заготовили мы с сыном. Наш процесс идет. Вот я прошел все две стороны. Вот оно получается все. Видите? Оп. А пауз. Здесь вот так вот потом гвоздик наискосочек надо забивать аккуратно. Но вот это очень сложные места. Здесь, конечно, подальше лучше вот. Или перейти там на 40-ку, на 60-ку плавненько. Как-то так. И вот когда я говорил-то, это сопоставлять. Когда здесь размечал угол, переносил. Вот я имел в виду вот это вот. Вот с этим соприкасаются. Мне не видно, я на солнце, чтобы видно вам в камеру. Я просто вот так вот плавно. Но видно, что это как одна линия получается. Один угол. Вот так вот. Дальше пойду заниматься бортовой. Навесил я вот одну бортовую. Сейчас, чтобы объяснить в порядке очереди.
Сейчас с какой стороны лучше показать. Теперь, чтобы у меня было симметрично, я вот эти вот расстояния, эти черточку сюда поставил. Перенес туда. И эту длину тоже перенес туда. Также сзади абсолютно. Так же. Вот видите, то, что я вам говорил? Сверху смотреть. Шик-шик. Вот оно. Все заподлицо. Ничего подгонять не надо. Такая же история. Щелочки снизу вообще нету. Я здесь пробил очень редко. Вот. Просто. Потому что могут начаться дожди. И это будет очень плохо. Погода непредсказуемая. Поэтому это только навешиваю. Ну, слегка. Бортовой долго гнуть не надо, ее можно сразу все сразу прибивать. Я пока не тороплюсь, сейчас второй навешу. Уже вечереет. Сегодня работа нормально проделана. Не по-детски. Так, что еще хотел сказать. Пробивать очень аккуратно. Надо как бы смотреть. Тут она в одном месте уже мало. Борта остается. Где-то больше. И это, соответственно, доска тоже загибается. Сначала я набиваю где-то вот посередине сейчас этих двух гвоздей. Посередине этих двух. И потом посередине, ну, сокращаю. Ну, получается где-то сантиметров через 7. Как обычно. Достаточно. Вот здесь вот сложные места пробивать. Здесь надо руку набивать. Главное, я вот так вот бью, снизу рукой держу, чтобы почувствовать, чтобы скольчика не пошло. И вверх посматриваю. Снизу и вверх посматриваю. Снизу рукой щупаю. И так. Бывает, что не это. Но главное посмотреть вовремя, чтобы сантиметр еще гвоздя остался, еще вытащить. Постоянно поглядывать. Но со временем рука, это с начала сезона еще, со временем рука набивается, получается все нормально, без проблем. Если она легко гнется, просто зажал, чтобы это узенько получилось. Ну, развальчик вот такой получился. Наращивать еще надо будет сантиметров, наверное, 150. Там максимально выжмем. Как говорится, дуги позволяют, корни тоже. Сегодня вот корни еще уже до ума в размер ввел. Здесь пока борта вот навешиваешь, прибил, надо быстро корни ставить, потому что дожди будут заполнять. Она, конечно, течь будет, но все равно вода будет, она потом, если разбухнет от дождей, все это, тут вода стоять будет. Мы как-то делали корешки, сразу разметили и под них заранее дырки насверлили, чтобы вода уходила хоть как-то. Ну, было такое. Надеюсь, что все будет в порядке. Погода нас поддержит в нашем строительстве. Ждите следующих новостей. Симметрия была. Также смотрите в следующем видео. Наращивание бортов, вставыши. Не забывайте подписываться на канал, жмите колокольчик, комментируйте, ставьте лайки. До встречи, ребята.